450 миллионов рублей с начала года похитили с банковских карт и счетов Жителекоме. В основном в этой сфере орудуют телефонные и интернет-мошенники, а их жертвами зачастую становятся пожилые и социально незащищенные люди. Преступления с использованием информационно-телекоммуникационных технологий занимают треть в общем количестве криминальных происшествий в регионе. Раскрывается только четверть. Как исправить эту ситуацию, разбирались прокуратура, МВД и представители банковского сектора. Репортаж Ольги Коняевой. Данные вашего личного кабинета попали в руки мошенников. Ужас какой! А что теперь делать? Вот самое главное сейчас не паниковать, Нина Ивановна. Сейчас будем отменять транзакцию. Вот эти 3 цифры? Ну, ба! Ну чё? Вот эти 3 цифры по телефону спрашивают только мошенники. Такие наглядные социальные ролики с конкретными примерами обмана престарелых людей стали появляться на экранах страны несколько лет назад. Телефонные мошенничества, так называемые тюремные колл-центры стали настоящим бичом современного российского общества. Если раньше самой популярной была легенда о бедном родственнике, попавшем в беду, то теперь большинство таких аферистов облачаются в личину сотрудников службы безопасности банков, которые якобы спасают сбережения от неких хакеров или выявляют жуликов среди своих работников. Говорит, мы хотим поймать тех, кто проник, кто давал эти сведения о моих счетах. Ну, я, конечно, в растерянности. Меня они попросили согласия помочь поймать этих мошенников. Ну и потом оказалось, что мне нужно подойти в банк и совершенно секретно, так сказать, никому ничего не говоря, тихом-молком снять денежки со счетов, и они переведут. То ли страховой фонд они назвали, то ли страховой терминал какой-то. Этой сыктывкарской пенсионерке повезло. Из 500 000 рублей она успела отправить аферистам всего 30 тысяч. Пожилую женщину вовремя остановил неравнодушный сыктывкарец. Бывают случаи, когда жертв лохотрона спасают менеджеры банков. Представились сотрудниками безопасности. И спрашивали, что вот у вас на счетах там хотят перевести. Она сказала, что у меня там нет средств, средства лежат в другом банке. После чего я подхожу сразу и говорю о том, что положите, пожалуйста, трубку, это мошенники. Таких неравнодушных работников сотрудники МВД регулярно награждают и призывают проявлять бдительность и добросердечность других коллег. Впрочем, есть и антипримеры. Был случай, потерпевший пенсионер 146 раз перевел на счета мошенникам различные суммы. А на его более чем странные манипуляции возле банкомата никто из персонала не обратил внимания. Подходить и спрашивать клиентам, не навязывают ли им снятие сбережений или получение кредита посторонние лица, размещать информацию о мошенничествах на терминалах или талонах электронной очереди. Все эти меры профилактики призвали широко применять в кредитных учреждениях. Нам было отказано в размещении наших информационных листов в тех местах, где расположены банкоматы. Основание, что цвет не тот. Я вот не зря говорил, давайте сделаем его зеленого цвета, чтобы он был брендирован, что называется, под цвета банка. Вы просто с руководством с вами проговорите. Наши они информативные листы, на самом деле, стоп-мошенники, поместить, я говорю еще раз, зеленым цветом можно на банкоматах, в принципе, хоть на каждом, за наш счет. Да вы не бойтесь дизайн испортить. Граждане зеленому цвету, они его не пугаются. А у нас страшная информация, пугающая. Вообще плакат надо при входе. Входит в отделение Сбербанка и написано: за вчерашний день со счетов клиентов Сбербанка было похищено такая-то сумма. Правоохранители призвали усилить взаимодействие с банками по линии раскрытия и расследования преступлений. Волокита с предоставлением информации по запросам следствия недопустимо. Теряется драгоценное время, преступники остаются безнаказанными. Мы в современном мире живем, мы сейчас... Мне кажется, уже все, какая почта, все электронно, голубями ничего не направляем. Вот здесь должно быть настолько все это оперативно, быстро, когда оперативное получение сведений, да, о принадлежности, там, о наличии банковских счетов, позволяло следственным органам в судебном порядке наложить арест на те денежные средства, которые еще были, скажем так, не списаны со счета преступниками. Многие из озвученных предложений правоохранителей представители банковского сообщества пообещали изучить и кое-что уже внедрить в ближайшее время. Они тоже заинтересованы в оздоровлении ситуации. Оформленные при участии ушлых аферистов миллионные займы, которые обманутые жертвы потом не в состоянии оплачивать, кредиторам приносят в основном убыток.